Кожны год по традыцыі галоўнае дзяржаўнае свято ў абласным цэнтры пачынаецца на плошчы Свабоды ля мемарыяла воінам, якія вызвалялі Брэст. Падзякаваць за здабытую ў 1944 годзе незалежнасць сюды прыходзяць прадстаўнікі гарадской улады, грамадскіх арганізацый, дэпутаты и, конечно, ветераны. Праздник этот святой праздник для Белоруссии. Беларусь – независимое государство, одно из государств, которое в течение многих лет мирное, спокойное, счастливое и доброе для всех. Мы отмечаем не только независимость, и одно мы отмечаем тех, которые эту независимость отвоевали. Если бы они не воевали, то не было зависимости, а мы были зависимы от немцев. Так что этот праздник, я считаю, тоже очень-очень связанный с теми, которые лежат. И мы должны им кланяться. Под гукі фанфар да абеліска воінам-вызваліцелям ускладзены карзіны з кветкамі ад органаў выканаўчай улады горада і гарадскога савета дэпутатаў, дыпламатычнага корпуса, ветэранскіх і маладзёжных арганізацый. Брэсцкая крэпасць-герой – месца асабліва вызначальнае. Адсюль пачыналася вайна, і менавіта тут, прыняўшы бой з фашысцкай навалай, бессмяротны гарнізон паклаў пачатак шляху да перамогі і незалежнасці. Пакланіцца тым, хто здабываў для нас свабоду, сюды, на свяшчэнную зямлю, прыходзяць усе пакаленні. Это день освобождения Беларуси, независимость наша, достигнутая нашими дедами, прадедами. Это очень большой праздник. Мы пришли тоже отдать честь памяти. И показать детям, чтобы они уважали и ценили свое прошлое. Чтобы они знали обо всем, как это все было достигнуто кровью. Вот. Так что, чтобы они росли. И посмотрели, какой сейчас у нас все замечательно, мир. Вот, и ценили этот мир. Словы падзякі ўсім загінуўшым за незалежнасць у кветках, якія ляглі да вечнага агню цытадэлі ад удзячных нашчадкаў. Памяць аб загінуўшых у хвіліне маўчання. Вечная слава героям! Урачыстасці ў крэпасці завяршыліся маршам воінаў брэсцкага гарнізона. Кіраўнік вобласці Анатоль Ліс праз сродкі массовой информации павіншаваў усіх жыхароў Брэшчыны з Днем незалежности. Сегодня праздник всей страны, он связан с независимостью, прежде всего, нашего государства, но он совмещен, этот праздник, с освобождением Беларуси и, прежде всего, города Минска от немецко-фашистских захватчиков. Пожелать хотелось бы, чтобы мы помнили этот день всегда, и то, что наше государство является независимым, оно было и будет в дальнейшем независимым государством. Ну и, конечно, вспоминать тех, кто отдали жизни за свободу и независимость нашей Родины. Этот год и следующие 2 года объявлены годом малой Родины. Это продолжается. Президентом нашей страны принято такое решение. Хотелось бы пожелать, чтобы мы действительно поддерживали тот порядок, который есть в нашей области, и сделали, чтобы наша область была краше. Незалежнасць краіны – гэта ў тым ліку і харчовая бяспека. Анатоль Ліс у размове з журналістамі адзначыў няпростыя умовы, якія склаліся ў аграрным сектары рэгіёна пасля працяглай засухі. То, что касается зерновых культур, то зимы они немножко лучше выглядят, а с яровыми, дожди прошли, некоторые еще культуры, я думаю, что, конечно, урожай там вряд ли поднимется, но зерно будет, есть возможность, что наполнится. Сегодня начали убирать рапс, уже 11% убрали, урожайность, конечно, ниже прошлого года, но я думаю, что где-то от 17 до 20 центнеров мы так соберем его, конечно, мелкое зерно. Ячмень зимы практически уже заканчиваем, 80% убрали, его у нас немного, 4500 гектаров. Урожайность около 30 центнеров, конечно, это мало. Поэтому вот такие планы, но я думаю, что трагедии нет, будем работать. Людмила Салзина, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».